Здравствуйте, в эфире новости Осетии. Расскажем обо всем, что произошло в республике к этому часу. В студии Вячеслав Музаев, и в начале выпуска коротко о главном. Есть школы, которые к 1 сентября не будут готовы. Уже через неделю для всех школьников страны прозвучит первый звонок. В школах республики завершается подготовка к очередному учебному году. Что осталось сделать? Мы надеемся, что мы не ошибемся в своем выборе. Во Владикавказе начался набор на факультет искусств по специальности актерское мастерство. Главное условие при поступлении – знание осетинского языка. Подробности через минуту. К сезону они уже готовы на 100%. Аграрии активно продолжают заготовку корма на зиму. Для этого может потребоваться более 60 тонн. Вопросы социально-экономического развития республики обсудили глава Сергей Миняйло и министр финансов Антон Силуанов. Говорили и о реализации комплексов федеральных и региональных мер поддержки. Еще одна тема – обеспечение сбалансированности регионального бюджета на этот год с учетом поступления доходов. Сергей Миняйло подчеркнул важную для Северной Осетии роль финансовой поддержки со стороны федерального центра и поблагодарил за внимание к республике. Антон Силуанов отметил работу региона в части принимаемых мер по развитию экономики и привлечению инвестиций и выразил готовность оказать возможное содействие в обеспечении устойчивости регионального бюджета. Северная Осетия готова к отопительному сезону на 62%. Работа идет по графику. Такие данные озвучили на заседании штаба по подготовке объектов топливо-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду. На это предусмотрено более 400 миллионов рублей. Из 195 котельных республики к отопительному сезону готовы 155. Все муниципальные районы республики выдерживают плановые показатели. Премьер Борис Джанаев призвал исключить в работе формальный подход и в каждом доме провести комплекс необходимых мероприятий, чтобы зимой жители республики бесперебойно получали жилищно-коммунальные услуги. И поставил задачу создать запас материально-технических ресурсов, определить бригады и спецтехнику для проведения работ на период прохождения отопительного сезона. Районы, я попрошу всех, оперативно подключиться к проведению всех мероприятий. Нужно, чтобы на местах работали штабы, работали комиссии, вся информация предоставлялась. Вопрос очень серьезный, прошу обратить на это внимание и держать на личном контроле. Обеспечить получение паспортов в готовности до 1 октября 2022 года. Эту дату прошу взять всем за основу, чтобы никаких недопониманий у нас не было. Коллеги, результаты нашей работы способствуют напрямую комфортности проживания жителей нашей республики. Прошу всех подойти очень серьезно к решению этих вопросов. В школах республики продолжается подготовка к новому учебному году. В образовательных учреждениях завершаются ремонтные работы. Некоторые объекты идут с опережением графика. Оценить качество работ в городских школах смогли представители Общественного совета Владикавказа. Зоя Тараева расскажет подробнее. Еще несколько месяцев назад в 16-й гимназии осыпалась штукатурка. Система отопления работала с перебоями. Но теперь это лишь воспоминания. Сейчас здесь меняют окна, кровлю, обновляют фасад здания. Однако без проблем не обошлось. В процессе наших работ возникло, как и обычно бывает на стройке, все стены повело. Продолжаются работы и в 38-й школе. Принять учеников 1 сентября пока не готовы. Их временно переведут в 46-ю. Объект планируют сдать в октябре. Есть школы, которые к 1 сентября не будут готовы. Вот. Это обидно. Обидно то, что и погода, и деньги, как говорится, выделены, но нерасторопность отдельных, извините, и руководителей, и заказчика привело к тому, что некоторые школы будут затянуты на месяц-полтора.
А вот 39-я школа уже готова к началу учебного года. Первый этап капремонта выполнен уже на 90%. Бригада работала с опережением графика, остались последние штрихи. Председатель общественного совета Владикавказа убедился лично. Есть школы, которые, безусловно, вот как 39-я мы посетили, она будет готова к 1 числу. Качественный ремонт делается, добросовестный. То, что говорит нам директор школы, то, что говорят учителя, которые преподают сегодня здесь. Приятно то, что даже все учителя вышли, моют, чистят новую, как говорится, школу, чтобы преподнести к нашим малышам. Что касается подрядчиков, подрядчики серьезные. Напомним, что за 2 года по всей республике в рамках капремонта обновят больше 60 школ. На эти цели из федерального бюджета выделили 3,5 миллиарда рублей. Зоя Тараева, Сабина Гатагова, Артур Гаглоев, Бимбола Дзуцев. Новости Осетии. До сентября всего неделя. В самом разгаре подготовка к началу учебного года. Приобрести школьную форму, портфель, канцелярские товары, обувь – и это не весь список. Удовольствие, кстати, не дешевое. Средний чек только на канцтовары – 6 тысяч рублей. Цена на школьную форму зависит от пола ребенка. Чтобы одеть первоклассника, придется потратить около 6 тысяч. Форма для девочек выйдет почти в 2 раза дешевле. Как оказалось, самые дорогие покупки – портфель, школьное платье и костюм. Один ребенок обходится, где-то, наверное, костюм просто 6 тысяч, рубашка 1000 рублей. Где-то, наверное, 10 тысяч. Допустим, готовить 2-3 детей к школе, то это, естественно, отражается на бюджете. Но если один ребенок, допустим, у меня один ребенок, то как-то, мы выходим из ситуации, у нас особо это не бьет по бюджету. А глядя на то, как многие родители приходят с несколькими детьми и приходится собирать, то это, естественно, отражается на семейном бюджете, конечно. Удивить театральную приемную комиссию с каждым годом становится все сложнее. В этот раз яркой и насыщенной программы недостаточно. Главное условие при поступлении – знание осетинского языка. Самые харизматичные и талантливые проходят в следующий тур. Кроме того, меценат Махарбек Хадарцев готов оплатить обучение новоиспеченных студентов. Для многих молодых людей это шанс исполнить заветную мечту совершенно бесплатно. На кастинге побывала моя коллега Адзара Соколоева. Одна из задач на конкурсном отборе – продемонстрировать музыкальные и вокальные способности. Оценивают слух, ритмику и даже пластические данные ребят. Экзамены проходят в традиционной форме в несколько этапов. Главная – дикция, эмоциональность и, что немаловажно, знание русской и осетинской литературы. Я юнак фыртахаштама, удишуй автхурья сашты, а моя нырфа садихашты фудыжахка канакшалдат. Конкуренция небольшая – 17 молодых талантов на 10 бюджетных мест. Но от этого накал эмоций ничуть не меньше. Обучение будущим студентам полностью оплатит меценат Махарбек Хадарцев. Кадры готовят специально для осетинского театра. По словам заведующего кафедрой театрального искусства СУГУ Алана Албегова, сделать выбор непросто. Есть интересные ребята, желающие посвятить свою жизнь именно осетинскому театру, осетинскому искусству, владеющие прекрасно языком и желающие постичь тайны этой профессии. Потихоньку мы отбираем лучших из них, и таким образом мы надеемся, что мы не ошибемся в своем выборе, и в итоге на факультете искусств окажутся лучшие, достойные, чтобы в будущем составить уже такую молодую кровь для национального театра. Первый специальный курс для подготовки кадров осетинскому театру открыли в прошлом году. Тогда на специальность актерское мастерство бюджетных мест не выделили. А стоимость коммерческого обучения больше 100 тысяч рублей в год. С инициативой поддержать способных ребят к общественному деятелю обратился Алан Кукаев. Это инвестиции на самом деле в будущее, это в наших детей, которые завтра будут нам дарить радость со сцены Осетинского театра, дай бог, на родном осетинском языке. Это инструмент, который не позволит нам потерять, забыть осетинскую культуру, осетинский язык. То, о чем все много говорим мы, но вот в данном случае именно и исполняем и делаем. К нам пришли мальчики и девочки, которые горят желанием в будущем
работать на остинской прославленной сцене. И надеюсь, у них все получится. Уже скоро ребят ждет собеседование, где они должны будут продемонстрировать знания в области культуры, общественной жизни и даже политики. Зара Соколоева, Александр Каджаев. Новости Осетии. Предприятие «Окта» практически полностью завершило процедуру импортозамещения на производстве. Сейчас вся создаваемая продукция на 90% состоит из отечественных материалов. В планах добиться полной независимости от импортных поставок. С рабочим визитом на предприятии побывал представители Минпромторга страны. Подробности в материале Аланы Томаевой. Вся эта техника используется для маркировки по системе «Честный знак». Это национальный порядок обозначения и прослеживания продукции. С помощью цифрового кода проверяют подлинность и качество товара. Предприятие-интегратор «Окта» настраивает полный цикл маркировки. Вся техника российского производства состоит больше чем на 90% из отечественных материалов и комплектующих. Оставшиеся 10 импортные, в основном из Китая. Но и это пока. В планах у производства перейти на 100% локализацию. Мы понимаем, что рынок оснащался и как российским, так и импортными аппликаторами. На сегодняшний день мы готовы закрыть ту потребность, которая закрывалась импортным оборудованием. То есть импортное замещение в нашем лице мы легко можем реализовать. Также это не только касается аппликаторов. У нас есть решение, которое мы можем предложить. Это прямое нанесение также на этикетку, это в рулонах, это прямое нанесение на крышку. Здесь изготавливают оборудование. Сама маркировка производится на заводе или в типографии. Согласно системе «Честный знак», доступ к кодам маркировки имеет только сам производитель. Кроме техники, здесь разработали свое программное обеспечение, готовы предоставить его заводам. Услугами пользуются уже больше 50 предприятий не только России. С работой компании-интегратора ознакомились представители Минпромторга страны и Центра развития перспективных технологий. С рабочим визитом приехали в рамках совместной программы. Сегодняшний наш визит он нацелен на упрочнение взаимодействия с коллегами из Okta Group в части локализации оборудования. Вот мы сегодня посмотрели, у них достаточно широкая номенклатура и достаточно широкий спектр возможностей с точки зрения локализации, начиная с металлообработки, заканчивая уже конструированием финальных устройств. Но при этом будем работать над тем, чтобы эту номенклатуру совместно расширять. После провели совещание с правительством региона, обсудили локализацию производства оборудования, маркировки и всех комплектующих для него. Этому направлению импортозамещения в стране уделяют особое внимание. Технологическая независимость России – приоритет. Завтра делегация посетит еще одно республиканское производство. Алана Томаева, Александр Каджаев. Новости Осетии. Северная Осетия впервые примет 4-й фестиваль национальных театров России. Об этом сообщил художественный руководитель Русского академического театра Владимир Уваров. В сентябре Владикавказ соберет ведущие творческие коллективы из Башкортостана, Чувашии, Дагестана, Калмыкии, Республики Марий-Эл и Мордовии. Фестиваль откроет спектакль «Душечка» Петербургского театра «Балтийский дом», а финалом станет постановка нашего театра «Сотворившее чудо». Еще в планах мастер-классы для артистов, круглый стол по русской классики и встреча с режиссером Камой Гинкасом. Начнутся и обменные гастроли с Тверью, Махачкалой, Санкт-Петербургом, Азербайджаном и Москвой. А 1 октября Русский театр представит «Маскарад». Калмыцкий театр, скажем, театр из Башкирии, театр из Саранска. Другая школа, другие актеры, другая манера исполнения, режиссура другая. Это интересно. Ну а потом, мало ли, а вдруг я увижу сегодня какого-нибудь талантливого режиссера и приглашу его на разовую постановку. Это вот так. Плюс наши актеры пусть приходят, учатся, смотрят. Это взаимообогащение, взаимопроникновение культур. Ну и, наконец, имиджево. Я горд, что в Осетию пожаловал такой серьезный фестиваль. В республике продолжается акция «Посылка солдату». В этот раз груз весом 15 тонн отправился на передовую военнослужащим. Помимо гуманитарной помощи, в каждой посылке есть письма со словами поддержки и рисунками о детей. В акции активно участвуют и добровольцы. Сегодня мы отправляем гуманитарный груз нашему батальону «Алания». В него входят различные предметы, средства личной гигиены, продукты питания и многое другое необходимое. Хочется поблагодарить бизнес-сообщество нашей республики, которое активно принимает участие в акции.
Животные зимой задача не из легких. Готовиться к этому нужно заранее, ведь от правильного питания напрямую зависит качество продукции. Важно собрать необходимый корм вовремя и в нужном количестве. Только на одну голову уходит около 11 центнеров пищи. На помощь специалистам пришла современная техника. Тему продолжит Сабина Гатагова. Летом силы аграриев направлены на заготовку кормов. В республике для их производства почти 4000 гектаров пашни. Одно из таких предприятий – Ирбис. Сейчас уже готово 600 тонн сена, 4000 силоса и 2000 сенажа. Таких результатов достигли благодаря самой современной технике. Это тракторы, комбайны, самосвалы. К сезону они уже готовы на 100%. Вот. Насчет заготовки. Скота у них около 1000 голов. И уже они заготовили на этот скот, чтобы пройти зиму, уже достаточно заготовки. Успешная зимовка – это больше 60 тонн корма всех видов. Для агрария важна каждая минута. Своевременная уборка трав сохранит в растениях максимальное количество питательных веществ. Хорошие результаты показывают специалисты правобережного района. Здесь заготовлено 32 центнера кормовых единиц. Независимо от того, что сейчас чуть-чуть темпы упали из-за жары, но 75% уже заготовлено корма, те, которые мы планировали заготовить на целый зимний период. Другие районы тоже более-менее, но правобережный район лидирует по заготовке сена и силоса. На одну голову заготовлено 11 центнеров корма. Это на 4 больше, чем в прошлом году. Так, несмотря на жаркую и засушливую погоду, в начале лета перспективы по заготовке кормов удовлетворительные. Сабина Гатагова, Игорь Войцеховский. Новости Осетии. И это были все новости к данному часу. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.